она была. А сейчас подумаем, за кого мы будем молиться, и припомним наших близких, за них помолимся, и будем уже готовиться до мши святой. Хорошо, детки?
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на сьогоднішній Євхаристії, третю звичайну неділю, але сьогоднішня неділя – гэта асаблівая. Папа Францішек усталяваў гэту недзелю як недзелю Слова Божага. Біблія – гэта кніга, якую мы павінны мець кожны ў сваім доме. Гэта слово жывое, якое Бог хоча прамаўляць праз яе да кожнага з нас. Кожны з нас у сэрцы носіць вельмі шмат пытанняў, і Біблія можа адказаць на гэтае пытанне, бо яна жывая, заўсёды актуальная, і Бог хоча прамаўляць праз гэту кнігу. Таму, дарагія браты і сёстры, на пачатку святой мшы прадставім добраму Богу нашы інтэнцыі і просьбы, з якімі сёння прыходзім да Яго. Я зробу гэту свяцейшую ахвяру. Інтэнцыі падзякі Пану Богу і Маці Божай за 16 гадоў жыцця, які сёння дзякуе наш кандыдат Владзіслаў Карабач. Сёння святкуе свой дзень нараджэння, просіць добрага Бога аб ласцы здароўя, патрэбнай ласкі на кожны дзень, а таксама апекі на свяцейшай Панны Марыі. Перапросім цяпер Пана Бога за нашыя грахі. Спавядаюся всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкамі, занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і адпусцішы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага.
помолимся. Усемогутный, вечный Боже, керуй нашим життем по водле Твоей воли, как мы во имя Твоего милованного Сына были щедрыми на добрые учинки, проспаны нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, як и с Тобой живе володарицу едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Читання книги Неемії. У ті дні принес святар Ездра книгу Моїсеєва закону в перший день цього місяця, на сход мужчин і жінчин, і усіх, хто мог розуміти, і читав його на площі, що перед водною брамою, від світання до середини дня, перед мужчинами і жінчинами, і тими, хто мог розуміти. І вуші всього народу були уважливі до книги закону. Стояв же книжник Ездра на зробленому дерев'яному узвищенні і розгорнув Ездра книгу перед очима всього народу, а стояв він вишей за народ. І коли розгорнув її, увесь народ устав, благословив Ездра, великого пана Бога, а увесь народ отказав: Амен, Амен, поднимаючи руки свои, и кланялись, и падали на колени, тваром на землю, перед Паном, и читали книгу закона Божого выразно, и тлумачили, и раскрывали сенс, и робили зрозумілим те, що читалося. Тоді намісник Неемія і Ездра, книжник і святар, і левіти, які вчили народ, сказали всьому народу: День гэта святий для Пана Бога нашого, не смуткуйте і не плачьте. Увесь народ плакав, слухаючи слово закону. І сказав їм Неемія: Ідіть, їжте тлусте і пітьте солодке, і посилайте частки тим, хто не приготував собі, тому що святий гэта день для Пана нашого. І не смуткуйте, бо радость Пана – гэта моц ваша, гэта Слово Божие. Слави Твоє, Пане, дают житье вечное. Слави Твоє, Пане, дают житье вечное. Закон Пана досконалый, умацовывая душу, свечение Пана верное,
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, як тіло одно, але має шмат часток, які, хоч і шмат, складають одно тіло, так і Христос. Бо усі ми одним духом охрещені у одно тіло, юдеї ці греки, невольники ці свободні, і усі наповнені одним духом. Тіло – гэта не одна частка, але шмат. Вы ж тіло Христове, а по особку частки. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан намастил меня вещать добрую новину убогим, послал меня вещать вызволение полонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приглашаю теперь всех где-то ближе, кто еще есть на костеле. Послушаем сейчас Слово Божие, которое Иоанн Иисус сегодня хочет нам сказать кое-что. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Поколькі многія браліся скласці апавяданні пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку. Найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Езус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю у дзень суботні ў сінагогу, і ўстаў, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў, а вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваны на яго. І ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта слово Пана. Ну что, как ваши дела? Все плохо? Завтра в школу? Ну ничего. А как неделя прошла? Хорошо? Нормально? Без двоек? Я надеюсь, что без двоек. Хорошо. У меня такой будет очень сложный вопрос для вас, но в то же время он очень легкий. Знаете какой? Любите ли вы читать? Аж такая тишина? Поднимите руки, кто любит читать. 1, 2, 3, 4, 5, где-то еще где-то. Хорошо, ну, хорошо. А если вы любите читать, что вы любите читать? Ну, кто руки поднимал? Что любите читать? Ну, давай. Детективы. Детективы, хорошо. А что еще любите читать? Ладно, давайте немножко по-другому. Ну, Приключения. приключения. Какие есть вообще жанры? Кто знает, вас знает. Какие жанры вообще в литературе? Кто-нибудь из вас знает? Как уже сказали, детектив, приключения. Что еще? Ну, давай. Фэнтези. Да, молодец, фэнтези. Хорошо. Ну, вижу, с этим вопросом тяжело у нас пошло. Хорошо. Но есть такая одна такая книга, которая была переведена на очень многие языки, и плюс к тому ее читают миллионы людей каждый день. Как вы думаете, что это за книга?
Молодец, правильно. Смотрите, это Библия. Это моя Библия, да, которую я читаю. Смотрите, дорогие детки, Папа Франтишек, да, наш Папа Римский, установил эту неделю целую под названием «Неделя Слова Божье». Библия — это Слово Бога. Да? Бог здесь конкретно с нами может общаться, потому что здесь записаны все Его слова, да, в этой книге. И теперь вопрос. Библию можно сравнить как с письмом от Бога. Если Бог бы вам прислал письмо, вы хотели бы его прочитать? Лично вам, конкретно вам. Вы хотели бы прочитать, что если Бог вам бы прислал письмо, вы хотели бы прочитать? Да. Да, хотел бы? Держи, это тебе написал Бог. Столько прочитаешь? Это лично тебе письмо. Бог присылает тебе личное письмо. Вот тебе сегодня, и говорит, хочет с тобой поразговаривать. Это лично для тебя письмо. Немножко затолстое, правда? Но хорошо. Библия, ее действительно можно сравнить с письмом от Бога. Бог посылает каждому из нас свое личное слово. И что-то хочет нам рассказать в нем. Смотрите, сегодня в Евангелии мы тоже слышали. Пан Иисус приходит сегодня в синагогу. Это такое место, где собирались евреи и читали тоже Слово Божье. Они сидели, размышляли потом над ним. И потом Пан Иисус открывает книгу, только не такая у них была книга, он только разворачивает ее, да, и начинает слова читать, что вернется зрение слепым, что будут из тюрьмы освобождены заключенные и так далее, да, что будет год благодати от Бога. И потом Пан Иисус говорит в конце самые важные слова. Сегодня исполнятся слова из Писания. Да, сегодня исполнятся слова из Библии. И вот это очень важные слова, дорогие детки. Сегодня Господь Бог, все, что написано в Библии, хочет исполнить в твоей жизни. Не завтра, не вчера, а именно сегодня. Сегодня Господь Бог готов изменить твою жизнь, переменить ее, поменять полностью сегодня. Но только, если мы на это позволим Ему. Господь Бог может поменять все полностью в твоей жизни. Да, то есть изменить ее полностью. Если ты был другим человеком, Бог может тебя поменять. Потому что в Библии что мы можем прочитать? Ну, как вы думаете, что можем в Библии прочитать? Как Иисус спасал людей, изучал их. Да, ну вот это хорошо. Что еще? Что еще может Библия нам рассказать? Как вы думаете? Ну, как вы думаете, что может Библия нам рассказать? Смотрите, это очень много всего. Да, ну давай. Как Бог сотворил мир. Да, хорошо. Как Бог сотворил мир. Что еще? Смотрите, видите, когда большая, да? Бог может нам рассказать кое-что очень важно. Давай. Как надо поступать. Молодец, да. Как нужно поступать? Что нужно делать? Хорошо. Что еще? Как вы думаете, что еще может Бог нам рассказать в этой Библии? Хорошо, подержи микрофон. Смотрите. Я кое-что сейчас сделаю, а вы угадаете, что я сделал. Открыл Библию, понятно дело. Смотрите. Что я сделал? Пролистал страницы, это логично. А что еще я мог сделать? Прочитал так быстро, все страницы перестали. Но мне тогда надо идти в шоу выступать, так быстро читать книжки. Как вы думаете, что я мог сделать? Немножко это сложный вопрос будет вам. Да? Что я мог сделать такое? Пролистал все страницы. Хорошо. Нам уже дали подсказку, что первая книга начинается о создании всего мира, да, как Бог создает весь мир. Последняя книга, я вам подскажу, это конец, да, заключение. Есть начало и есть конец. Я сделал, знаете что? Я пролистал всю нашу жизнь. От момента создания аж до самого конца. И почему Библия является живой книгой? Потому что здесь Бог рассказывает про меня. Это Библия для меня. Бог рассказывает сегодня все про меня, какой я есть. И в Библии я всегда могу найти себя. Кто я? Кто я такой? Да? В Библии все есть истории, очень много историй, которые мы можем сравнить тоже с собой. И в Библии мы тоже можем найти ответы на наши вопросы. Хорошо, когда у вас возникают вопросы, вы к кому идете или куда идете? Ну? Спрашивайте маму. Ну, родителей спросить. А кого еще? Где ищете ответы на свои вопросы? Ну?
книгах, А где еще? Ну, давайте, ну. в интернете, В Google помощь, молодец, правильно. Ну, давай. в молитве, В молитве. Хорошо. Но если у нас есть вопрос к Богу, где мы должны искать ответ? Ну? в Библии. Молодец, правильно. Мы должны искать ответы на свои вопросы в Библии. Да, многие говорят, что в Библии есть ответы на все вопросы. Но это немножко не так, да? В Библии мы не найдем инструкцию, как фотографировать фотоаппаратом Canon, правда? Мы только, да, можем найти на жизненные вопросы. Да, если у нас есть вопросы к Богу, жизненные вопросы, мы можем всегда обратиться к Нему. Бог всегда будет отвечать на ваши вопросы. Если ты грустишь, если тебе страшно, если ты что-то переживаешь, Бог может дать тебе ответ на этот вопрос. Если ты чувствуешь себя одиноким, Бог и там может тебе дать ответ на вопрос. Если ты боишься завтрашнего дня, Бог и там может дать тебе ответ. Но только очень важно, да, открыть эту книгу. Почему я задал на самом начале вопрос, любим ли мы читать? Многие тут сказали, что не особо, да? Но Библию надо начинать читать. Да, постарайтесь сегодня, может. Нам Папа Францишек дает эту неделю, говорит о том, чтобы взять все-таки в руки Библию. Да, дома, может, у вас есть, попросите у ваших родителей, чтобы в течение этой недели, да, постараться приблизить к себе хотя бы истории из Библии. Да, из детские Библии, может, и другие, да, тоже, но Библию надо начинать брать в руки. Первое, самое основное, что ее надо взять в руки все-таки. Открыть ее, тоже и по чуть-чуть начинать тоже ее читать. Потому что там Бог хочет конкретно с тобой сегодня поговорить. Только именно с тобой. Да, ни с кем другим, только с тобой хочет поговорить. Хочет тебе что-то рассказать, интересную историю рассказать, помочь тебе в чем-то. Да, поэтому, дорогие детки, я вас приглашаю тоже к тому, чтобы начинать тоже взять детскую Библию, но все-таки надо взять, потому что это Слово. Да, мы умеем разговаривать, и Бог тоже хочет с нами поговорить. И это очень важно. Дорогие братья и сестры, дорогие родители, эта неделя Слова Божьего. Это очень важная неделя. Первый самый важный момент. Библия, да, должна быть у нас дома. И часто мы носим в своем сердце очень много-много вопросов, да, к Богу. Почему именно так со мной происходит? Почему так, а не по-иначе? И мы очень часто забываем обратиться к первоисточнику, это к Библии. Бог там, как я уже сказал, дает тебе ответ на твой вопрос. Только стоит ее открыть. И очень часто это выглядит так, что мы Библию можем взять в руки только когда Ксенс придет по коляде, когда мы сделаем так. Ну все, пришло твое время. 15 минут, и обратно на полку будешь собирать. Нет, мои дорогие. Библия — это Слово живое, Слово Бога. Постарайтесь на это тоже неделю сделать первый шаг. Первый шаг — это взять в руки Библию. Это самый сложный шаг. Взять в руки Библию. Второй шаг — открыть ее. Потому что очень часто есть желание, но потом оно резко пропадает. Начните читать. Да, может быть, за первым разом будет это для меня как-то сухо, непонятно. Но когда вы начнете читать второй раз, эти слова, те же самые слова, вам откроются по-другому. Когда начнете читать третий раз, опять все заново. Когда-то монахи сказали, что они не могут никогда прочитать Библию. Почему? Потому что это слово живое. И за каждым разом, когда они читали те же самые фрагменты, эти фрагменты для них открывались наново. Начните с Нового Завета, с Евангелия. И не читайте Библию как книжку, страница за страницей, страница за страницей. Это не детектив, это не какой-нибудь комикс. Это слово живое. Возьмите хотя бы один раздел вечером, хотите сегодня даже вечером, откройте хотя бы первый раздел, да, книги или Евангелия от Матфея. Это немного, на самом деле это пара минут. И тоже помолитесь за Духа Святого, чтобы Он осветил, что вы сейчас прочитали. И это слово действительно начнет тоже действовать в вашей жизни. И как я сказал, за первым разом может что-то будет суховато, непонятно. Но за вторым разом, поверьте мне, за третьим разом еще будет лучше, за четвертым еще по-другому. За каждым разом, когда вы будете читать то же самые фрагменты, те же самые слова, они совсем по-другому будут вам открываться, поверьте мне.
Но это Слово живое, оно актуальное по сей день. Это тоже молитва. Молиться, да, Словом Божьим. Господь хочет сегодня с вами поговорить. Не потеряйте эту неделю. Говорю еще раз, придите сегодня домой, сделайте этот первый сложный, самый-самый сложный шаг – это взять в руки Библию. Это самый сложный шаг. Но если вы его сделаете, если вы откроете и начнете читать, увидите многие ответы на свои вопросы. Начните с Нового Завета, да, с Евангелий. И потом увидите, как будет раскрываться перед вами Библия. Да, это, знаете, когда вы читаете Евангелие, открывается следующая глава, это Деяния апостольские. Это, знаете, когда я в детстве все время задавался вопросом, ну что же было дальше? Да, как это шел в интернете, что было дальше? И вот Деяния апостольские как раз говорят, что было дальше с христианами, что надо было делать дальше, как жили христиане и так далее. И все это открывается перед вашими глазами. Бог вас хочет с вами сегодня поговорить. Не потеряйте этот шанс. Аминь. Визнай нашу веру, веру единого Бога, всемогутного, Иисуса Христа, Божьего единого, сонародженного, всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, Разом з Ісусом Христом, який покликав нас до життя у своїм костьолі, узнесем до Бога, і це наші супольні молитви. Молимся за святый костёл, каб ён верно следовал вученню, якое перадалі яму апостолы. Цябе просім. Молимся за святого Айца, каб яго ініцыятывы дзеля пашырэння хрыстовага вучэння ва ўсім свеце знайшлі падтрымку сярод вернікаў. Цябе просім. Молимся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молимся за людзей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага валадарства. Цябе просім. Молимся за наших добрадзеяў, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слова вучыла нас распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Помолимся за Татьяну Стрибуть у день народжения, как добрый Бог ее благословил, на кожный день тебе просим. Молимся в интенции Святой Мши за Владислава Карабач, який дякую сьогодні Пану Богу за 16 годов життя, просячи доброго Бога, ласки здоров'я, потребної ласки на кожний день, а так само опець Святейшей Панны Марии тебе просим. Милосердный Боже, Ты не отмовляешь тым, то всю свою надею складає на Тебе. Учини, каб наша надія принесла щодрий плон праз Христа, Пана нашого.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру Бог, Отец Всемогутный принял. Пане наш Боже, прийми ласкаво и освяти гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Угору серце узносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды гэта, годна гэта і справядліва, слушна і спаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Паннай Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арканёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разом з імі скликаючы. Сапраўды, Боже, Ты святы і справядліва, хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Ісуса Христа, здзейсняе моцай Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб у сходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Ісус Христос уваскрос і спаслаў апостол Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй,
нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память. Это великая таемница веры, обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоєго Сина, так само Його цудовне воскресіння у небовшесті, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якою Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, наперж на святейшей Панной Богородице Марии, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, пилигримуя на земле, со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, бискупом нашим Владимиром, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивым, да просьба этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Отче, ласкаво з'єднай с собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоєї одійшов з этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как праз с ими завсёды радоваться Твоей хвалою. Праз Христа, Пана нашего, праз Его одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся оказать. Просим Тебе, Пане, избав нас от всего злога, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам и милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от вселякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавца нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего,
і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
помолимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика отрымливаючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марии, Маті Твоей, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який піковався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духово хочу усиновити і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і отвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтому дитяті предвизначив. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак каралевы пабожных школ, у аўторак каралевы супакою, у сераду каралевы апосталаў, чацвер Маці Божай Суцяшальніцы, у пятніцу Маці Божай Радзіцелькі, у суботу Маці Божай з Люрд, а ў нядзелю о 18 гадзіне Маці Божай Ларэтанскай. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла будзем адзначаць 27 студзеня, успамінаем благаслаўлёнага Юрыя Матулевіча, біскупа. 28 студзеня дзень малітвы за хворых праказа, і 29 ўспамін благаслаўлёнай Баляславы Марыі Лямант, панны, і 31 студзеня ўспамінаем святога Яна Боска, святара. 1 лютага, першая субота месяца, асаблівым чынам молімся да беззаганнага сэрца Маці Божай. 2 лютага, бліжэйшая нядзеля, свята ахвяравання Пана. Традыцыйнае свята Маці Божай грамнічнай. Успамінаем дзень, калі прынеслі Езуса ў святыню, каб выканаць прадпісанне старога запавету. Гэта свята спаткання Хрыста з сваім народам. Гэтым святам заканчваюцца ўрачыстасці, звязаныя з аб'яўленнем свету уцелаўлёнага слова. Згодна са старадаўняй традыцыяй, у святах ахвяравання Пана благаслаўляюцца свечкі, так званыя грамніцы, якія запальваюцца падчас буры, грому з малітвай аб апецы і абароне. Грамніцы захоўваем у нашых дамах як знак асаблівай апекі Маці Божай над намі. Благаслаўленне свечак будзе адбывацца падчас кожнай святой імшы. У святах ахвяравання Пана таксама адзначаем сусветны дзень манаскага кансакраванага жыцця. Памятаем у гэтых малітвах пра сясцёр законных, асаблівым чынам пра тых, якія працуюць у нашай парафіяльнай супольнасці. У гэты дзень таксама ахвяраванні, збіраныя падчас кожнай са святых імшаў, будуць прадназначаны на патрэбы манаскіх кляўзуровых кляштараў. Сардэчна панаўляем запрашэнне для дзяцей на урокі рэлігіі, асабліва для дзяцей, якія адбылі святую камунію па камунійных, першы і другі клас, дзеці, якія ходзяць у дзіцячы садок, для іх у нядзелю о 10 гадзіне спецыяльнае спатканне катэхеза. Кожную нядзелю перад святой імшой заахвочваем бацькоў прыводзіць сваіх дзяцей, каб ужо з маленства яны прывучаліся да Божых справаў і пазнавалі Бога. Таксама запрашаем да ўдзелу ў дзіцячым хоры кожную суботу і нядзелю 15:00 і да іншых груп катэхетычных, якія дзейнічаюць у нашай парафіі. Шчыра дзякуем за магчымасць наведваць вашыя дамы і памяшканні, за сведчанне веры і за вашу адкрытасць на гэтым тыдні. Душпастырская візітацыя будзе адбывацца ў наступных днях і наступных вуліцах. У панядзелак 27-га вуліца Касманаўтаў, дом 12, корпус 2, дом 18, корпус 1, у аўторак вуліца Набережная, дом 2, корпус 3, вуліца Ползунова, вуліца Паўлава, у сераду 29-га вуліца Лупава, першая Маскоўская, Акрэсціна, Шчадрына, Жабінскага, чацвер вуліца Новосельская, Шубіна, Данскога, Пухачова, Шаўчэнкі, Энгельса, вуліца Розы Люксембург і Завулак. У пятніцу вуліца 8 Сакавіка, вуліца Астроўскага, Герцана, Менделеева, Някрасава, Глінкі і другая Новопрудская.
З понеділка по п'ятницю душпастерська візитація розпочинається від 16 години, а у суботу від 12 і у суботу навідаємо наших парафіян у вёсцы Йоткі. З розкладом коляды можна познаёміцца на дошцы аб'яваў, выходзячы з касцёла, а таксама у інстаграм-старонцы парафіі. У закрыстыі пры выхадзе з касцёла можна набыць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Таксама ў закрыстыі можна набыць грамнічныя свечкі на збліжаючуся ўрачыстасць. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні на патрэбы нашай супольнасці і за ўсялякую аказаную дапамогу. І на гэты час тыдня працы, абавязкаў з верай прымем Божае благаславенства. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie z pokoju Chrysta. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.